Так, и сегодня я, получается, работаю на заказы своего сына. Дело в том, что сегодня пятница, как вы знаете. Я надеюсь, что ролик сегодня выйдет. Иногда он у меня не получается в тот же день выпустить по разным причинам. Из-за скорости интернета, из-за того, что там кто-то пришел, я не могу посмотреть, конвертацию сделать. Но сегодня пятница, как я сказала. Сын пришел с работы чуть-чуть пораньше обычно. И они ходят на пятничную молитву в мечеть. Поэтому он ушел, скоро придет. И попросил меня сегодня сделать кукурузные пирожки. Они у меня есть на канале, по-моему, даже 2 раза я их делала. На работе они нравятся этим его друзьям. Так, скажу сначала, что я добавила, да. Значит, у меня тут 500 грамм кукурузной муки, сегодня белой. Добавила столовую ложку муки обычной пшеничной. Пол-литра кефира надо, но у меня простокваша. 400 грамм творога домашнего. Любого творога у меня домашний. 1 яйцо, у меня 2 яйца, потому что у меня молодушки несутся. Совсем маленькое яичко пока, поэтому 2. Чайная ложка соли и пол чайной ложки соды. Если не забуду, оставлю в описании. В принципе, всегда забываю. Пока мне не скажут мои подписчики. Вот так вот. Так, вентилятор не выключаю, потому что мне ужасно плохо становится, когда я его выключаю, друзья. Теперь все это перемешаем. Добавим сюда творог. Тоже перемешаем его. Что-то тут. Вот так вот. И все вместе. И яйцо сразу же добавлю. Все быстро, пока он не пришел, чтобы пожарить и отправить ему на работу. Мальчики, мальчики, я привыкла своих все время мальчиками. Его друзья, оказывается, его уже давно просили, он все время забывал меня попросить сделать их. Обычно я им отправляла утром. Я говорю, они же у тебя, наверное, после обеда уже будут. Ничего, говорит, мы с чаем поедим. Нравятся они им на работе, даже очень. Так, вот так вот. Перемешаем тщательно. Конечно, я со всеми этими рецептами повторяюсь, но, друзья, пока ничего нового не делаю, и поэтому и не выпускала никаких роликов, потому что все уже настолько, наверное, однотипное. Пока вот как-то так. Вроде бы пишут, нам интересно. Спасибо вам большое, кто так пишет, что бы ты там ни показывала, да, в принципе, говорит, мы все это и умеем, но нам интересно с тобой. Мне это, конечно, очень льстит. Огромное вам спасибо. Будем показывать по мере, как я могу. Не буду пропускать день. Вот что сегодня более-менее такое сделала, приготовила. Что здесь покажу. Просто эта жара, конечно, невыносимая. Пока я как-то буду снимать, не показывая себя, потому что я просто не выдерживаю в хиджабе. Честно вам признаюсь. Очень жарко и очень трудно, когда завязана шея, все. Работники мои сегодня не пришли снова. Так что, я не знаю, затянулся у меня этот ремонт, друзья. Скорее всего, они где-то работают. Хотя он мне каждый раз обещает, уходя, один из этих парней, что нет, все, мы быстро закончим, Вчера тоже в час где-то, наверное, пришли, в 3 он уже ушел. А сегодня даже не приходил. Вот хотелось бы, конечно, чтобы они до дождей все это закончили. Но не знаю. Так, сейчас пока не все налью, потому что у меня просто кваша немножко жидкая. Конечно, в жару стоять у печки бывает сложновато, но я все равно это делаю. Вообще, когда-то одни мои знакомые, не буду говорить, кто и что, так получилось, я у них была в гостях, и
ее муж попросил сделать наши ингушские лепешки. Ну, была такая же жара, как и сейчас. Очень было жарко. Ну, может быть, не так жарко, но было жарко, да. Признаюсь честно, было жарко. И он сказал своей жене сделать лепешки. Ну, наши ингушские лепешки с начинкой. На что та ответила: ты что, разве в такую жару лепешки делают? Мне, конечно, это было как-то немножко удивительно и странно. Это было очень давно, очень, лет 10, наверное, тому назад. Мне было, конечно, это странно, если член семьи, ну, тем более, если попросил муж, и не сделать этого, просто сказав, что жарко, я бы не смогла. Вот даже сегодня, действительно, если попросил мой сын, я не смогла ему отказать. Так, видите, осталось. Потому что уже жижи не надо. Все, больше добавлять не будем. Видите, сами смотрите, сразу не наливайте. Творог у меня пресный. Если творог у вас соленый, то, наверное, соль в муку тоже добавлять не надо. Я никогда не солю творог. Я не знаю, почему-то не люблю рассольный творог. Так, ну все, тесто наше готово. Теперь оно немножко постоит, минуты 3-4, больше у меня времени нет. И будем жарить. А в принципе, я сразу и жарю в большинстве случаев. Так, поставили сковороду разогревать. Налила масло. Так, сын уже пришел. Немножечко. Не рассчитала я по времени, но у него еще есть пока время. Так. Масло пока еще холодное, но масло наше подогрелось. Теперь вот так вот, как котлетки, делаем пирожочки. Так, ну все. Успели вовремя. Вот такие вот пирожки. Разламывать не буду, друзья. Ой. Думала, что показываю. Короче, вот такие вот пирожки, друзья. Разламывать не буду, потому что, сами знаете, это угощение. Вот смотрите, какие они. Вкусненькие, пышненькие. Так, завернем им в фольгу, чтобы были горячие.
Мне вообще-то вот так, или кукурузный хлеб, или вот эти вот пирожки нравятся из желтой кукурузной муки. Но Вадим сказал, что в магазине не было желтой муки. Из белой мне нравятся галушки делать. Все. Получается вот такое вот угощение Садака в пятницу. Или же есть, чтобы на здоровье, короче говоря. Все, забирай. Личный открыл, хорошей дороги. Ну все, друзья.